Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал сохранять бокс в программе игр 2020 в Токио, но также призвал лишить Международную ассоциацию бокса статуса признания. Рекомендация была принята в среду на заседании исполкома МОК. При этом статус полного признания может быть возвращен АИБО после ближайших Олимпийских игр. В этой связи организацией боксерского турнира будет заниматься не АИБО, а сам МОК. Для этого была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе. Группа займется организацией проведения квалификационных соревнований Олимпийского турнира, которые должны пройти с января по май 2020 года. Также группа утвердит мужские и женские весовые категории и систему распределения квот. В настоящий момент комитет проводит расследование в отношении ассоциации, которое началось в феврале. Комитет не устроил доклад ассоциации по вопросам управления, финансов и антидопинга. Для расследования создали специальный комитет. Окончательное решение о сохранении бокса в программе игр 2020 будет принято на ближайшей сессии МОК, которая состоится в швейцарской Лозанне с 24 по 26 июня. Стали известны все участники футбольных Еврокубков от России в сезоне 2019-2020. После матча между «Локомотивом» и «Уралом» определился последний участник – Тульский «Арсенал». Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы. Тульский клуб впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы. Путевку в групповой раунд турнира получит команда, занявшая 4-е место в чемпионате России. Перед заключительным туром его занимает московский «Спартак», от которого на 1 очко отстает ЦСКА. Команда, занявшая 5-е место, будет стартовать в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда. В групповом раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион России петербургский «Зенит» и обладатель серебряных медалей, за которые борются «Локомотив» и «Краснодар». Обладатель бронзовых медалей сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Последний тур чемпионата России пройдет 26 мая. Якутские пауэрлифтеры завоевали право выступить на чемпионате мира в Египте. Сборная команды республики выиграла 5 золотых медалей и возглавила турнирную таблицу в общем зачете чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с нарушением зрения, передает «Спорт Якутии». Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу «Спорт слепых» прошел с 16 по 20 мая в Брянске. На турнире были заявлены 57 спортсменов из 23 регионов России. Из Якутии принимали участие как опытные именитые спортсмены, так и молодые атлеты. Программа турнира состояла из классического троеборья, в которое входят упражнения жим лежа, приседания со штангой и тяга штанги. В очередной раз звание победителей завоевали действующие чемпионы мира Иван Халдеев и Игорь Сазонов. Вторую подряд победу на чемпионате страны в категории до 60 килограммов заслужил Сергей Безносов. Отлично себя зарекомендовали студентки высших учебных заведений Якутска родом из Мегино-Кангаласского Улуса Тускулана Потапова и Людмила Пахомова. Они завоевали звание чемпионок и в весовой категории до 67,5 килограммов и победительницы первенства России в категории до 52 килограммов соответственно. Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева на этой неделе побывала в Якутске. Она посетила спортивные объекты. Визит прошел в составе комиссии Совета Федерации Федерального собрания по правовому регулированию в сфере государственного контроля. Подробнее в материале Василия Посельского. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Романовна Лебедева в качестве сенатора Федерального собрания Российской Федерации инспектировала социальное направление. Группа, сопровождающая Татьяну Лебедеву, побывала в учреждениях Министерства по физической культуре и спорту, следила за ходом тренировок и соревнований. Лебедева отметила необходимость расширения спортивных объектов. Мы со своей стороны, как спортсмены, поддерживаем, и мы видим, что за последние года в республике было очень много построено спортивных сооружений. Дает такой оптимизм, что эта потребность есть спрос. Просто видели, что полностью загружены, и сегодня уже есть потребность еще в строительстве центра адаптивных видов спорта. Как отметила сенатор, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, в республике идет плановое развитие физической культуры и спорта. Поддерживая тренирующихся ребят, классно продемонстрировала ряд упражнений на тренажерных снарядах, держит себя в великолепной спортивной форме. Татьяна Романовна встречалась с населением, с спортивной общественностью, с людьми, которые курируют или социальные направления. В целом,
по результатам инспектирования, наверное, и посещения можно отметить, что впечатления неплохие. Проводимая физкультурно-спортивная работа в республике оценена положительно. Василий Посельский, НВК «Саха», Якутск. 25 мая ко Дню полярника в России на городской дамбе в 202 микрорайоне состоится открытое республиканское соревнование по плаванию в холодной воде. Такие соревнования проводятся в Якутске с 2016 года. Мероприятие будет посвящено 125-летию установления регулярного речного судоходства на реке Лени и 80-летию со дня рождения исследователя Арктики профессора Артура Челенгарова. К соревнованиям допускаются все желающие старше 18 лет, имеющие соответствующую подготовку к плаванию в холодной воде. В дистанции 125 метров допускаются участники, имеющие спортивный разряд. На дистанции 80 метров могут попробовать свои силы все остальные. Победители и призеры получат медали, кубки, дипломы и ценные призы. Это были новости спорта. Всего доброго!